Добрый день. Сейчас я покажу, как приготовить татарский деликатес. Я уже взял лук, морковь, чеснок не стал брать, базилик, укроп, петрушку. Ну и, конечно, картошку тоже можно было уже взять, потому что она у меня уже цветет, есть там картофель. Ну, я достал из погреба. Вот у меня картошка цветет. Значит, клубни есть. Все я приготовил. И сейчас я вам покажу, как приготовить татарский деликатес в условиях сада. Заходим в дом. Вот сейчас вам я расскажу, что я готовлю. Вот это многие даже видят впервые. Что это такое? Я сейчас расскажу. Вот зимой в Башкирии, когда режут скотину, кишки никогда не выкидывают. Их тщательно промывают. Я помню в детстве, в коромыслах, ведрами женщины всегда носили на прорубь к речкам, и там, поваляв на снегу, прямо в холодном воде проруби промывали кишки. А сейчас, конечно, в деревнях условия другие. У всех краны, у всех холодная вода дома, в огороде. Тоже, когда режут скотину со шлангом на снегу, тщательно промывает. Кишки, конечно, берут те, которые можно употреблять. И затем их еще раз кипятят. Потом после кипячения опять берут и через мясорубку пропускают. И получается вот такая масса. А у меня красная эта морковка, я уже тут тушил. И вот это тушим луком, морковкой. Вот я тушу как раз. Вот она как тушится. Вот, который я говорил, лук я уже нарвал, а морковка она здесь. И взял я, конечно, базилик, укроп, петрушку. А вот лук, можно вот такой лук брать. Ну, лучше я бы советовал для деликатеса от батуна. Вот свежие, молодые перья от батуна, потому что тут очень много полезной энергетики. Когда хорошо потушился, туда добавляем картошку. Картошку вот так режем, как в виде соломки обыкновенно. Ну, картошки я не из сада взял, из погреба, прямо как свежая картошка. Сейчас добавляем эту массу и будем тушить, пока картошка не сварится. И получится у нас татарский деликатес. А сейчас многие женщины, особенно молодые женщины, не умеют ничего приготовить,
кроме готовых пельменей из магазина, даже не умеют чай заваривать. Пьют чай из пакетиков. Мы из пакетиков никогда не пьем. Мы всегда чай завариваем травками. Это как это? Вот хоть в саду, хоть дома. Специально я собираю разные травы. И, конечно, всегда травами. А вот лентяйки, я их называю лентяйки, современная молодежь, женщина, они с пакетиками пьют. В пакетиках там, конечно, чая нету, там пыль. Пыль. Мне рассказывали, которые очевидцы, как это пакетики делали. Прямо пыль подметают метелушкой и какую-то посуду, а потом упаковывают вот эти пакеты. Так что пользы от этого чая нету. Так и картошка одна, только с маслом подсолнечным или маслом, тоже пользы нету. А когда вот всякими травами и обработанными кишками, морковкой, конечно, это получается деликатес. Почему я называю татарский деликатес? Потому что в Башкирии татары в Татарстане до сих пор делают вот такие деликатесы. Ну ладно, спасибо за внимание. Попробуйте вот так делать. Желаю вам удачи. Пока-пока. Ну и себе приятного аппетита. Пока-пока.